На выходных в Сыктывкар приезжали российские мини-футбольные чиновники, президент ассоциации Эмиль Алиев и почетный президент Семен Андреев. Они подписали соглашение о сотрудничестве с правительством региона, дали пресс-конференцию и побывали на матче новой генерации. В рамках очередного тура чемпионата страны сыктывкарцы встретились с третьим номером турнирной таблицы командой из Тюмени. Репортаж Ольги Туревой. На Коми могут равняться многие российские регионы, заявил президент мини-футбольной ассоциации России Эмиль Алиев. Сегодня сразу 3 команды играют в чемпионате страны. «Бумажник» и «Ухта» во 2-м дивизионе, новая генерация в Суперлиге. Причем весьма успешно. Растет количество школьных сборных, а значит нужны новые площадки. И они уже появились в Сыктывкаре и Ухте. На очереди другие муниципалитеты. Но какие именно, пока не ясно. Всегда это определяется прежде всего готовностью муниципалитета конкретно выполнить ту часть, которая, собственно, лежит за муниципалитетом. Это подготовка основания и выделение земельного участка. В этом сезоне на родном паркете болельщики увидят новую генерацию всего 10 раз. Есть трансляции, но пока только в интернете. Недовольство фанатов мини-футбольные чиновники понимают, но международный календарь уже сформирован. Многие игроки клубов Суперлиги выступают за национальную сборную. От этого страдают внутренние соревнования, объясняет Эмиль Алиев. В 2012-м уже отыграли чемпионат Европы, где наши взяли серебро. Впереди чемпионат мира. Такие турниры, как Гран-при в Бразилии, он, конечно, отнимает порядка 20 дней с учетом подготовки. У нас были длительные выезды и в Иран, и в другие страны, где сборная готовилась и принимала сборная в нашей стране. Соответственно, сегодня клубы испытывали вот этот дискомфорт. Уверен, что в следующем сезоне таких окон будет меньше. Республика готова принять матчи национальной сборной, а главное, этого ждут болельщики. И вполне возможно, уже в ближайшее время в Сыктывкар приедет, если не свет российского мини-футбола, то молодежная сборная точно. Вообще, в принципе, наша политика ассоциации мини-футбола – проведение как можно больше матчей национальной сборной, женской сборной и всех тех сборных, которые существуют в структуре ассоциации мини-футбола России именно в регионах. Потому что именно с регионов, так сказать, на регионы мы больше всего рассчитываем в развитии мини-футбола. Стали гости и зрителями спектакля. Так, матч 20-го тура российского чемпионата назвал тренер сыктывкарцев Вадим Яшин. Правда, все трагические сцены развивались у наших ворот. Счет в первом тайме открыла Тюмень. После перерыва соперник и вовсе начал прессинговать хозяев. Когда на табло было уже 0-3, Яшин выпустил на поле 5-го игрока. И так новая генерация смогла забить 2 мяча. Но столько же и пропустила в пустые ворота. 2-5. Победа Тюмени. Ольга Турева, Виктория Палкина, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар.